Лекция номер 1. Ложь Клёсова. Расставляем все точки над буквой Ё. А вот J2, который я упомянул насчет ингушей, они пришли с юга. Это из древней Месопотамии. Археологи знают про древние урукские миграции. И вот 7 тысяч лет назад, по оценкам археологов, 7 тысяч, это может быть и 8, никто такие вещи точно не знает, оценивают по многим показателям, условно скажем, 7 тысяч лет назад были урукские миграции. Вот эта вот гаплогруппа в основном J2 и J1. Я тоже делал такую смесь. J – это английская буква, 1 и 2 я говорю по-русски. Но так уж так повелось. Так вот, они пришли многие с юга. И, как считают археологи, многие, они пришли с юга, вроде зачем они потащились, казалось бы, с юга, из Месопотамии, на север, оказывается, за полезными ископаемыми, потому что Кавказ был богат металлами, рудой, конечно, и как раз пошли туда и бронза, и прочее, потом пошли вещи, и мечи, и прочее оружие, и вот многие осели на Кавказе. Так вот, ближе к ингушам, у них 88% в среднем это гаплогруппа J2. Она практически, получается, народ почти однородный. А вот если сравнить с чеченцами, у тех J2 ее немало, но вовсе не такое количество. У них примерно 50%. То есть 47-52% по разным выборкам. 47-52%. Так ли это? Рассмотрим чеченский ДНК-проект. Итак, рассмотрим. Сколько результатов J2? И сколько всех результатов в чеченском ДНК-проекте? В чеченском ДНК-проекте 777 человек с J2. Теперь рассмотрим общее число людей из данного проекта. Итого 1853 человека. Простейшая математика. Делим 777 человек на 1853 человека и умножаем на 100%. Получаем результат 42%. Но все ли люди из этих 42%, или 777 человек, являются чеченами? Вернемся к первой странице J2 и проанализируем. С первой же страницы, не включая тех, кто себя сейчас считает отдельным народом Орстхо, мы видим, что в чеченском ДНК-проекте есть достаточное количество ингушских фамилий, из чего нетрудно понять, что J2 в чеченском проекте гораздо меньше 42%. И это не включая ингушей, ассимилированных в XIX веке при помощи России, например, из Шатоя, Атки или Голошевского обществ, так называемые ламра. Итак, процент чеченов с J2 гораздо меньше 52%. Но зачем ограничиваться только русскими? Рассмотрим также и грузинские источники. Диаграмма, представленная в этой научной статье, показывает гаплогруппу J2 зеленым цветом в разных районах Грузии и Северного Кавказа. В Ингушетии самая большая концентрация J2. В Чечне меньше 42%. В Тушетии J2 68%. В Северной Грузии от Хевсурети до Казбеги J2 77%. В восточной и западной части Сакартвела J2 около 50%.
Ни один из этих народов, ни грузины, ни хевсуры, ни тушины, ни жители Казбеги, не говорят, что такого народа, как ингуши, не существует. Не говорят, что ингуши один из их тукхумов. Не говорят, что ингуши — это искусственный народ. Не говорят, что ингуши — это армяне, йеменцы, индусы, цыгане. Не говорят, что они самые близкие по крови ингушам. Зато это говорят чечены и поддакивающие им их собратья-осетины. Гаплогруппа не определяет национальность или древность. Все люди от Адама, то есть все в кавычках древние. Хотя Homo sapiens самый молодой из всех до нас. Правило: если не можешь их победить, присоединяйся к ним. Наши соседки очень хорошо усвоили. Ингушетия. Нейтралитет.